да, во время президентства Акаева, Бакиева, очень любимые механизмы, да, этих президентов, при помощи которых они продолжали узурпировать свою власть, да, меняя Конституцию и так далее. Это был, во-первых, референдум, то, что они имели право созывать референдум. Во-вторых, это инициатива, да, законопроектов. И третьих, через Конституционный суд. Так вот это все возвращается. Теперь президент может назначать референдум. Хотя по нынешней Конституции это право принадлежит исключительно Джугурку Кенеш. Президент возглавляет исполнительную власть. При этом сохраняется должность главы правительства. Непонятно, будет ли это премьер-министр или кто. Соответственно, нигде в Конституции не прописано, что президент несет персональную ответственность, да, за происходящее в стране. Как уже говорилось, есть неограниченное количество прав и обязанностей президента без каких-либо определенных обязанностей. Дальше. Президент будет теперь по новой редакции Конституции определять основные направления внутренней и внешней политики государства. Также от решения президента от должности именно процедура импичмента на данный момент значительно усложняется. Получается, сейчас для объявления импичмента потребуется заключение Конституционного суда, помимо заключения Генеральной прокуратуры. Ну и плюс еще заключение специальной комиссии Джугурку Кенеш. Да? Как мы видим, у нас есть огромная концентрация власти в руках одного человека, именно президента. При этом процедура импичмента значительно усложняется. Да? Добавляется плюс ко всему еще и Конституционный суд туда. Еще самое важное, в новой редакции Конституции предлагается, что полномочия президента будут определяться не только Конституцией, но и законом. Сейчас у нас президент имеет только те полномочия, исключительные, да, исчерпывающий перечень полномочий, который прописан в Конституции. И точка. Дальше президент, ни Джугурку Кенеш, ни президент не имеет права как-то расширять свои полномочия. Но, к сожалению, в новой редакции Конституции предлагается, что будут какие-то другие полномочия, да, которые далее будут, получается, определяться законом. Полномочия Джугурку Кенеш сведены полностью к минимуму. Да? Вот, получается, сейчас количество депутатов сокращено до 90, при этом неизвестно, по какой системе они будут избираться. Но, скорее всего, судя по тому, что принцип многопартийности исчез, да, полностью исчезло понятие, что политические партии могут избираться в депутаты Джугурку Кенеш. Скорее всего, депутаты Джугурку Кенеш будут избираться все-таки по мажоритарной системе. Видите, это тоже очень опасно. Почему мы должны догадываться? Да? Ведь эти все фундаментальные нормы должны быть уже прописаны в Конституции, а не законом. А тут очень важный момент. Да? Мы до сих пор не знаем, как будет избираться депутаты Джугурку Кенеш. По мажоритарной или по пропорциональной системе. Джугурку Кенеш лишается права объявлять референдум, формировать правительство, да, полностью сейчас структуру и состав правительства будут формировать президент. Дальше. Законы будут инициироваться не только депутатами Джугурку Кенеш и 10 тысячами избирателей, которые по нынешней Конституции это право исключительно принадлежит ЖК 10 тысяч избирателей, но также, получается, инициировать законы сейчас может и президент, также подконтрольный президенту глава правительства. Вот. Теперь, что касается судебной системы. Возвращается Конституционный суд Кыргызской республики, при этом с очень такими расширенными правами и полномочиями. По сути, возвращаются все те полномочия, которые когда-то были у предыдущего Конституционного суда. Хотя мы знаем из истории, да, то, что предыдущий Конституционный суд во главе с Чолпон-Баековой напрямую стали инструментом, да, политическим инструментом в руках Акаева, Бакиева. И чтобы не допустить этого, в 2010 году специально были сокращены полномочия Конституционной палаты, а сейчас эти полномочия возвращаются, что не исключает того момента, что вкупе с полномочиями президента созывать референдум, также через Конституционный суд, они могут расширять свои полномочия в дальнейшем. Теперь, еще самое важное,
получается, председателя Конституционного суда и Верховного суда теперь тоже будет определять президент, что, по сути, является грубейшим нарушением принципа независимости, да, судебной системы власти. Это что касается вообще процедуры или в целом системы сдержек и противовесов. Еще хотелось бы отметить, что в статье 20, которая в нынешней редакции регулирует процедуру ограничения прав и свобод человека, исчез принцип пропорциональности, другими словами, соразмерности. Это общепризнанный принцип, да, который определяется вообще всеми известными международными договорами в области прав и свобод человека. Оно исчезло, что означает теперь сейчас Джогурку Кенеш при принятии законов или президент при инициировании законов могут ограничивать права и свободы граждан Кыргызстана, при этом не соблюдая принцип соразмерности и пропорциональности. Это тоже очень опасно, особенно если мы, учитывая вот исчезновение этой нормы вкупе, например, тем, что у нас появляются такие понятия, как нравственные ценности, моральные ценности, понятия, как народовластие, идеология и так далее. Спасибо большое. Если будут вопросы, я готова ответить. Вы сейчас продолжите. Спасибо. Спасибо, Сания. Уважаемые коллеги, вот еще хотелось бы ваше внимание обратить вот на что. Сегодня все государственные телеканалы вещают, члены Конституционного совета, что нам нужен Курултай, президентская форма правления. Пусть будет. Мы сегодня должны на что-то другое обратить. Вот сейчас моя коллега Сания очень хорошо упомянула о том, что пропадает баланс между ветвями власти на сегодняшний день. Вся власть концентрируется вокруг одного института президента вплоть до законодательной ветви власти. И это означает, что на сегодня идет нынешний проект Конституции попытка к узурпации власти. А также вы знаете, что было направлено от имени омбудсмена вот на имя Венецианской комиссии по тому, чтобы они вынесли заключение по проекту предложенной Конституции. И также, поэтому, уважаемые представители СМИ, коллеги, хотелось бы вас призвать. Основное внимание при выявлении рисков нынешней действующей Конституции не опираться на Курултай или форму правления президентства. Здесь заложены более фундаментальные риски, которые нас с вами ждут. Если вдруг мы допустим того, чтобы вот в такой форме с полным несоблюдением законодательных норм была инициирована конституционная реформа, этого допустить нельзя. Следующее слово я бы хотела дать Азиму Джейнбаеву. Он расскажет про именно свободу слова и какие риски ждут в предложенной редакции Конституции. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Я рад всех вас видеть сегодня. Я хочу именно рассказать вам о том, что статья 23 проекта Конституции гласит о запрете печатных изданий, изданий на электронных носителях, зрелищ и общественных мероприятий, которые противоречат общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана и международным стандартам. Важно подчеркнуть, что данная статья несет серьезные последствия для и без того ухудшающегося положения свободы слова, прессы и мирных собраний на территории Кыргызской Республики. Существует опасение, что под видом укрепления общественной нравственности власти преследуют цели оказания давления на средства массовой информации и лиц, подвергающих критике их политику. Как следствие, потенциальное усиление авторитаризма посредством цензуры и запугивания СМИ является возможным последствием принятия Конституции. Существенное внимание должно уделяться проблеме нечеткости определения общепризнанных нравственных ценностей и традиций. И так как могут возникать вопросы правовой неопределенности и опасения самоцензуры в стране. Мы должны понимать, что Конституция Кыргызской Республики, действующая Конституция, гарантирует фундаментальные права и свободы. В частности, свободу выражения своего мнения, слова, печати и
и мирных собраний. В данном случае свобода слова, прессы и мирных собраний находятся под угрозой. Исходя из международной практики, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций постановил, что понятие нравственности складывается на основе многих общественных, философских и религиозных традиций. И ограничения не должны основываться на принципах, вытекающих исключительно из одной единственной традиции. Любые ограничения должны рассматриваться только в контексте универсального характера прав человека и недопущения дискриминации. Вызывает сожаление тот факт, что авторы проекта Конституции сочли ограничения на свободу слова, прессы и мирных собраний посредством цензуры соразмерными. Согласно экспертному заключению Управления Верховного комиссара по правам человека, государства не должны принимать законодательство с целью полного запрета социального обострения социального напряжения. Наоборот, ослабление напряженности, основанное на реальных культурных или религиозных различиях, можно добиться только путем их открытого обсуждения, а не путем подавления выражения таких различий. Подавление не является легитимным путем. Мы обязаны понимать, что свобода выражения мнений и не относится к абсолютным правам, и это право может подлежать определенным ограничениям для защиты общественной нравственности в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. Однако не менее важно понимать, что подобные ограничения не должны ставить под угрозу сам принцип данного права – свободы слова. Связь между правом и ограничением не должна быть обратной. Тем самым исключение ни в коем случае не может стать нормой, а нечеткость определения нравственных ценностей ставит под угрозу любые высказывания, так как возможна вольная трактовка этого термина, что и сделать исключение или ограничение нормой. Согласно рекомендациям и мнению таких международных организаций, как Комитет по правам человека, ООН и Венецианской комиссии, общественная нравственность является быстро развивающейся концепцией, и само содержание данной концепции часто является неопределенным. Мы должны понимать, что демократическое общество существует лишь при наличии плюрализма, терпимости и широты взглядов. Мы должны отметить, что не каждое утверждение против общественной нравственности является незаконным. И концепция общественной нравственности является слишком неопределенной. Проект Конституции Крымской Республики одновременно предоставляет свободу выражения мнения, печати и запрещает печатные издания, зрелища и общественные мероприятия, что вызывает правовую неопределенность. Данная статья перекладывает бремя балансирования между правом на свободу слова, например, и запретом безнравственных сведений, что может привести к самоцензуре СМИ. Также право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом, что гарантируется статьей 33 действующей Конституции, оно было исключено в новом проекте Конституции. Ни Конституция, ни справка об основании не могут объяснить, почему они исключили это право. Но это право является общепризнанным пакта о гражданских и политических правах и Всеобщей декларации прав человека. Статья 19. Также были исключены право на ознакомление в органах государственной власти и местного самоуправления со сведениями о себе, право на получение информации о деятельности органов государственной власти, доступ к информации, находящей в ведении государственных органов, и также запрет уголовного наказания за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности. Как отмечено, статья 23 проекта Конституции может отрицательно сказаться на осуществлении конституционных прав граждан в будущем. Непрозрачность процесса подготовки проекта, нечеткость определения общепризнанных нравственных ценностей и традиций, потенциальные проблемы правовой определенности и исключение из текста права искать свободно, получать и хранить, использовать информацию и распространять ее позволяет нам делать выводы о том, что статья 23, как видится, может стать не более чем предлогом для усиления и установления цензуры со стороны власти или провластных групп с полным пренебрежением к фундаментальным правам и свободам. Спасибо большое. Вот эти, можно вот сейчас,
ошол жалпы Азим Жээнбаев мына бизде юрист айтып кеткенде, кыргызча айтып кетсем, мына өтө керектүү беренелер айтылып кетти. Урматтуу масс-медиа өкүлдөрү, сиздерге бир суранышта мына жазганда мындай эле чыгарылып атат да, парламенттик болуш керекпи же президенттик? Курултай болуш керекпи, жок болбой эле болуш керекпи? Бул нерсе деген фундаменталдуу бизде бүгүнкү күндө карала турган, сунуштала турган риск эмес. Мына риск болуп аткан жерде алгачкы мына биз бул аналитиканы жүргүзүп атабыз. Биз бул сравнительный таблица деп коет. Бүгүнкү иштеп аткан конституция менен сунушталып аткан конституцияны 45 кагазда топтоп туруп өзүбүздүн баракчабызда PDF форматта ссылканы жөнөтүп койдук. Мына карасаңыздар, ар бир беренени бул бүгүнкү күндө иштеп аткан конституция жана бул жерде чызып койгондо кайсы жерде иштебей турган нормалар кетип атат, анын сырткары эмне жаңы сунушталып атат деп салыштырмага чыгарылып сиздерге сунуштап койгонбуз. Ошол боюнча алгачкы чечмелеме керек болсо, биздерге кайрылсаңыз, ар бир берене боюнча жалпы чечмелемени дагы беребиз. Ушул нерсе эң керектүү документ бүгүнкү күндө, мына ушул. Экинчиси, мына биз 12 баракчага кыска жалпы ушул конституциянын каралган жаңы долбоорунда эмне айтылып атат, ошол боюнча дагы айта кеттик. Мына азыр Азим Жээнбаев өтө жакшы айтып кетти. Ошону мен сиздерге бүгүнкү күндө азыр жалпы айтып берип койсом. Мына Кыргыз Республикасынын жарандарынын бир катар укуктары жокко чыгарылып атат. Эң биринчиси кайсы бул? Мына аны менен бирге маалыматка жетүү жана маалымат алуу укугу чектелип атат. Толугу менен чектелип атат. Экинчиден, бул республиканын жана жергиликтүү бюджеттү түзүү боюнча укугу чектелип атат. Билесиздер, жөнөкөй жарандар өкүлчүлүк кылат. Андан сырткары республикалык жана жергиликтүү бюджет боюнча эсеп кызат, башкача айтканда отчет сурагандагы кыскартылып атат ушул норма. Үчүнчүсү, бул маданий турмушка катышуу жана маданий баалуулуктарга жетүү, ушул дагы кыскартылып атат. Андан сырткары мамлекеттик органдарга кайрылуу, мамлекеттик мекемелердин иши боюнча бардык нерселерге кайрылсак, эми мамлекет биз үчүн бир жабык мекемелер. Мына ушундай чектөөлөр киргизилип атат. Андан сырткары биздеги соттолгон жарандар экинчи жолу өздөрүнүн ишин жогорку сотко кайрыла албайт деген дагы норма келип атат. Андан сырткары биздин өлкөдөгү соттук адилеттүүлүккө жетпеген жарандарыбыз эл аралык ыйгарым укуктук организацияларга кайрылгандагы чектелип жатат. Ошону менен бүгүнкү күндө жарандарга тиешелүү сөз эркиндиги, эртең соц тармактарда бир нерсе жазсаңар, Өзбекстандан, Тажикстандан өткөн болуп, эртең бизди отургузуп коюшу мүмкүн түрмөгө. Ошондой бир кырдаалдуу өзгөрүүлөр кирип жатат. Ошого карабастан, бүгүн ошого көңүл бурбастан, ошо болгону эл аралык телеканалдарда эмнени айтып жатат? Кой бизге президенттик боло берсин, макул. Бардыгын мыйзам процедуралары менен парламенттин 7-чи сазыбы алып чыксын, легитимдүү туруктуу бир парламенттик институту болуп, ошонун негизинде эгерде эл президенттикти тандаса, анда президенттик болсун. Бирок жалпы биздин демократиялык укуктарга тиешелүү институттарга кол тийилбеш керек. Биз бул нерсеге 30 жылдык кыймыл аракеттерибиз менен жеткен өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр. Ошол кол тийбес болуш керек. Эч бир президент, эч бир бийлик бул нерсеге кас эткенге мүмкүнчүлүгү дагы, укугу дагы жок. Кийинки сөздөр, мына бүгүнкү күндө бизде дагы 2 юрист бар. Эң биринчиси мына бизде азыр Жаныбаева Айжамал мораль и нравственность, адеп жана бүгүнкү күндө биринчи преамбуласында каралган нерсе боюнча, экинчи спикер бизде мына Фатима Якупбаева деген юрист кыз абдан жакшы иш-чараларды жүргүзүп атышат. Ошо сүйлөштүн, андан кийин калган коллегаларыбызга ачык сөз берилет. Азыркы учурда сөз Жаныбаева Айжамал ошо адеп маселеси боюнча конституциялык жаңы долбоорунда сунушталган өзгөрүүлөр боюнча өзүнүн комментарийлерин берип кетет. Рахмат. Здравствуйте, уважаемые коллеги, журналисты. Я хотела бы, наверное, вернуться к теории государства и права и объяснить, почему вот все юристы против подмены принципа верховенства права верховенством нравственных ценностей.
Я очень кратко вам объясню различия, да, между моралью и правом. Я буду говорить о морали, но это то же самое, что и нравственные ценности. Во-первых, Конституция – это у нас основной закон. То есть это нормативно-правовой акт, высший закон в Кыргызской республике. То есть это не норма морали, это закон. Во-вторых, значит, чем отличается мораль от права по характеру, по форме выражения? Мораль, она содержится в сознании граждан, а право, оно содержится в нормативно-правовых актах. То есть мы не можем поменять мораль граждан, просто перечислив какие-то нравственные ценности в законе. Мы должны работать, это уже как бы момент идеологии, да, момент воспитания, это все идет из семьи. Поэтому в Конституции закладываются только законы, правовые нормы. Затем, значит, как вообще моральные нормы вводятся в действие? Они вводятся в действие по мере их осознания. То есть, если человек понял, что воровать это плохо, он больше этого не будет делать. А нормы права, они вводятся по мере введения в действие определенных законов. Также вот способ обеспечения. Моральные нормы, они обеспечиваются мерами социального воздействия. То есть, когда все общество, предположим, осуждает какие-то действия, да, тогда уже человек воздерживается от такого поведения. А правовые нормы, они вводятся государством. И получается, именно регулируются государством. А затем вот самое главное, это характер однородности, да? Потому что, смотрите, у нас правовая система одна, и у нас законы, они распространяются на всех одинаково. А нравственные нормы, они по характеру неоднородны. Есть нравственные нормы, в принципе, общество в целом такие какие-то важные, да, там не убей, не укради и так далее. Есть нравственные ценности отдельных социальных групп, есть классов, профессиональных слоев. То есть эта норма, она абсолютно неоднородная, нравственные ценности, и поэтому нельзя эти нравственные ценности какие-то распространять на всех граждан. Также по сфере воздействия, сфера действия права, она ограничена. То есть правом регулируется то, что очень важно, и то, что можно регулировать. А мораль, она регулирует практически все сферы отношения общества, да? Она регулирует, что такое семья, что такое любовь, что такое дружба, регулирует моду. Мы не можем законами регулировать, например, моду, да? То, что вы должны носить, юбки, брюки, платки, и так далее. То есть это регулируется нормами морали. И поэтому теперь критерии оценки, да, получается, мораль, она оценивает все с критериев добра и зла, справедливо и несправедливо. Но у всех свои критерии. Кто-то считает, что украсть не возбраняется, если у тебя нужда, да. Но украсть же можно тоже в разных объемах, да, получается. Но здесь закон, он регулирует, законно или незаконно. Поэтому эти критерии законов, они очень, очень четкие и ясные и однозначные. Поэтому есть верховенство права, верховенство нравственных ценностей, потому что здесь будет уже субъективно все. И, как я уже сказала, Конституция – это основной закон, поэтому она должна регулировать только то, что регулируется правовыми нормами. У меня все это была часть темы с теории государства и права, потому что в конституционном совещании сидят, например, те же юристы, которые этому же нас учили. А сейчас почему-то они забыли о том, что законами мы не можем регулировать нравственные нормы. Основные нравственные нормы и так регулируются, то, что нельзя убивать, есть статьи, да, Уголовного кодекса, но очень много других нравственных норм, мелких, которые касаются каждого человека, и он сам для себя решает, что хорошо и плохо. И мы не должны допустить того, чтобы на законодательном уровне контролировался каждый шаг человека. Все, спасибо. Урматтуу бүгүнкү күндүн өкүлдөрү, мына сиздерге дагы бир жолу жалпы айта кетсек, Конституциянын 1-бөлүгүндө эмне деп айтылып турат? Кыргызстан мыйзамдуулук, демократиялык, суверендик өлкө деп. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө адеп, маданият, андан сырткары кыргыздын каада салты, манас эпосы, бул маданий бир биздин басымыбыз болуп туруп, анан ошону Конституцияга киргизип туруп, алдын ала сөз эркиндиги, мыйзамдуулукка кас кылган юристтердин иштелип чыккан долбоору бул манипуляция деп аталат.
Ошондуктан бүгүнкү күндө мына көңүл буруп жатсаңыздар, биз сунуштаган аналитика ушунчалык бир жалпы оңой тил менен биздин элдерге адапташтырып жазылган. Ошондуктан сиздерден суранат элек, аналитиканы бөлүктөп публикация кылсаңыздар дагы жакшы болмок. Эмне дегенде ыйгарым укук бул жерде президенттикке ыйгарым укук, жогорку кеңеш ыйгарым укук, өкмөткө тиешелүү кандай өзгөрүүлөр болуп атат, конституциялык сот, прокуратуранын ыйгарым укуктары күчөлүп атат. Ошолор боюнча толугу менен жалпы кыскача айтылып атат. Анан бир жалпы ойду айтып коеюн, мына буга чейин Айжамал айтып кетти. Ошону эле толуктап койсом, бүгүнкү күндө мыйзамдуулук жана партиялар боюнча көптөгөн бизде многопартийный деген система бар да, мына партиялык деген принциптер өлкөбүздө жоголуп атат. Бул демократиялык өлкөлөрдүн алгачкы фундаменталдуу принциптери. Андан сырткары өлкөдө оппозициялык күчтөр саясий бийлик тарабынан контролго кирип атат. Кайсы учурда биз көрдүк эле ошол оппозициялык партияларга, оппозициялык күчтөргө тиешелүү өзгөчө бир контроль сунушталынганын. Ошондуктан мына бул жерде ошондой өзгөрүүлөр бар. Сураныч ушу биздин аналитикабызга жакшы көңүл буруп койсоңуздар, эмне дегенде бул салыштырмалуу таблицадан сырткары дагы жалпы жазылган бир документ. Кийинки сөздү мына жакшы бир топ дагы чыгып атат. Инициативная группа юристов деп. Ошол жерде жакшы бир ушу биздин аналитикабызга жакшы көңүл буруп койсоңуздар, эмне дегенде бул салыштырмалуу таблицадан сырткары дагы жалпы жазылган бир документ. Кийинки сөздү мына жакшы бир топ дагы чыгып атат. Инициативная группа юристов деп. Ошол жерде жакшы бир